Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта Нокта. Это программа Нокта Лайф, я ее ведущий Михаил Сулькили. Сегодня у нас в студии депутат Народного собрания, бывший прокурор Гагаузии Георгий Георгиевич Лейчу. Георгий Георгиевич, добро пожаловать в программу Нокта. Да, здравствуйте. На этой неделе состоялось заседание Народного собрания, буквально вчера. И на прошлой неделе состоялось еще одно событие, не в Гагаузии, не в Республике Молдова, в Парламентской ассамблее Совета Европы, связанное с финальной резолюцией Совета Парламентской ассамблеи Совета Европы, куда российская делегация и турецкая делегация предложили внести финальную резолюцию, предложили внести два предложения. Да? То есть, чтобы там было сказано о Приднестровье, это предложение российской стороны, и турецкая сторона предложила поговорить упомянуть в финальной резолюции 3 гагаузских закона. Давайте обо всем по порядку. Давайте начнем с вчерашнего заседания. Вчера был принят важное, с моей точки зрения, решение установления Дня памяти жертв голода среди гагаузского народа. Эта инициатива повторно выносилась на заседание, и вчера, честно говоря, чуть не была провалена в связи с тем, что депутатам очень многим не нравится именно акцентирование внимания на 46-47 годе. Почему депутаты Народного собрания так болезненно реагируют на этот вопрос? Представляет, что якобы указание вот этих годов дает характеристику той власти, что осуществляла свою деятельность в этот период в Молдове. То есть советской власти, с чем связана жизнь наших родителей, многих депутатов. Я считаю, что это искусственно надуманно, политизировано, и близко этого не было. И авторы вроде достаточно подробным образом писали, в связи с чем они вышли с этим предложением, какие цели преследуют. И я с пониманием относился и с общественностью общался по этому поводу, и понимаю, что наше общество действительно относится к тем событиям, как самым таким черным дням нашего народа. Надо признать, десятки тысяч людей погибло, умерло наших от голода. Ни одна часть страны, как это печально не звучит, но это так, не пострадала так, как Гагаузия. Мы это должны понимать, знать. Некоторые населенные пункты до 60%. Но коллеги приводили и цифровые показатели, данные о голодах, имевшие место в 20-х годах, в 30-х годах на территории Бессарабии, когда румынская власть была. То есть, я извиняюсь, такое впечатление, казалось, что идет перетягивание каната, кто больше виноват, советская власть, либо румынская власть. Извините, виноваты те, которые были у власти. Было сказано четко и доступно для каждого, что мы принимаем вот это решение не только как дань памяти тех людей, которые ушли вот по вине власти, но и предупреждение тем, кто находится у власти, чтобы понимали, что из-за злоупотребления власти, из-за халатности власти народ может пострадать, и вот таковые последствия могут наступить для этого народа. То есть это своего рода предупреждение. В конечном итоге депутатский корпус согласился с формулировкой, удовлетворяющей все стороны. Большинство голосов набрало это решение, и оно было принято, чтобы отмечать памятным днем, считать знаменательным памятным днем не... 19 октября, что скажете? Да, 19 октября. Ну, вы знаете, это явление, оно носило длительный такой продолжаемый характер. И говорит о какой-то конкретной дате, тут это уже не имеет значения, господи. Хоть с 30 октября важно то, что эта дата вписана в календарь памятных знаменательных дней нашей автономии, и в этот день, либо в другой день мы должны помнить о том, что надо сделать для того, чтобы не допускать подобного рода вещей. Да, Георгий, я бы не хотел, чтобы мы, безусловно, сейчас с вами вступали в какой-то исторический дискурс. Да. Да? Ни я, ни вы не являемся историком, хотя я знаю, вы увлекаетесь историей. Да, немножко. Я, в принципе, тоже увлекаюсь историей. Но о голоде 46-47 года мы знаем очень много. Как говорят историки, это самая изученная, можно сказать, тема в молдавской истории, в истории Бессарабии. Да? Есть очень много трудов по этому поводу и так далее. Но о том, что был голод в межвоенный период, именно голод массовый, да, возникло вот только сейчас. Я, честно говоря, пытался найти, я сейчас не утверждаю, что его не было, да, но я пытался найти и говорил с историками, но никто не может мне подтвердить, что действительно был голод и была трагедия, сопоставимая с той, которая произошла в 46-47 год. И на самом деле Народное собрание было в шаге от того, потому что было предложение, потому что назвать дату таким
так как она была названа в конечном итоге, это была ваша инициатива. Да, назвать ее День памяти жертв голода среди гагаузского народа. Да, гагаузского народа. Без указания периода. Это было ваше предложение. Но с другой стороны проступило предложение, давайте, как Георгий Георгиевич предлагает, но еще добавим в кавычках или в скобках 46-47 год, 22, 23, 24, 33, 34. Я опять же повторюсь, тема 46-47 года очень хорошо изучена. И мы были в шаге от того, чтобы в памятную дату вписать некие не исторические факты, а историческую ложь, потому что я не знаю, был ли голод в межвоенный период, и каких-то серьезных научных трудов никто не предоставил. Почему в Народном собрании возникает ситуация, когда депутаты позволяют себе, некоторые депутаты, непроверенную информацию принимать за истину? События имели место, я не готов сказать, каков масштаб. Важно то, что они имели, это одна из причин того, что гагаузы вынуждены были выехать, в том числе одна из причин, в Бразилии, вы знаете, был период массового переселения, да, в том числе и вот эта причина тоже, как говорится. Но, тем не менее, мне кажется, что та формулировка, которая была принята Народным собранием, позволяет каждому историку либо не историку помнить об этих событиях, что 24 года, 146 года, чтобы мы не спорили на этом этапе. Если в будущем мы придем к какому-то знаменателю, что позволит нам конкретизировать годы вот это голода, потому что слово голодомор очень не нравится людям, это связывает с слишком политизированным отношением то, что в Украине имело место. Хотя надо признать, что Государственная Дума еще в 2006 году, или 2005, по памяти не хочу врать, осудила и признала, что имело место на территории России и других союзных республик в 30-е годы голод, унесший по меньшей мере где-то 6-7 миллионов жизней. Вот те годы. 32 да, там два периода было. Признал, это нормально, господи. Мы что отрицаем? 23-33, да. Другого вопрос, что Россия посчитала, что нет необходимости отмечать это как какая-то памятная дата. Мы посчитали, что это возможно. Почему? Да потому что по сведениям некоторых историков, в общей сложности наш народ потерял не меньше 1/3 своей численности. Это страшные цифры. Слушайте, при переселении мы не теряли, при войнах еще столетия тому назад. Трагедия, как история. Да, конечно, конечно. Поэтому я считаю правильно. А что касается года, это уже, полагаю, на этом этапе носит второстепенный характер. Руководство Гагаузии, я имею в виду Башкан и исполнительный комитет, свою позицию по этому поводу так и не высказали. С чем связано это молчание? Я думаю, двоякость отношения населения к этому. Мы разделили общество. Мы нашли еще один предмет обсуждения, чтобы разделить общество. Кто-то считает 46-47. Тема разделяет общество? Да, я думаю, что, повторюсь, что принятая формулировка позволяет во всяком случае на этом этапе снять вот это напряжение, дать возможность тем же историкам дальше поработать, и если возникнет необходимость, политическая необходимость, значит уточним. А так мы удовлетворили интересы большинства общества. Я согласен с вами, что уточнять надо, но главное, чтобы мы не использовали исторические фейки, и, скажем так, не использовали историю в каких-то политических играх. Возвращаясь к теме рабочей группы закона, вы являетесь сопредседателем рабочей группы между парламентом и Народным собранием, которая обсуждает и решает вопросы особого правового статуса. Группа уже не функционирует сколько? Фактически не действует сколько? Да, уже фактически 2 года. 2 года вообще не собиралась? Нет, это меньше. Собиралась последний раз в прошлом году летом. Значит, до начала парламентских выборов, потом в связи с предстоящими парламентскими выборами наши коллеги с парламента не могли участвовать, другие причины, а на сегодняшний день еще группа не сформирована. То есть части группы с молдавской стороны или с кишиневской стороны еще нету, да? Да. Я понимаю. А почему так? Потому что, мы понимаем, были парламентские выборы в феврале месяце, потом все вот эти известные события с переменой власти, но парламент фактически уже функционально, можно сказать, с июня месяца. Почему парламент до сих пор не утверждает
составов группы со стороны Кишиневского парламента? Полагаю, что имеется разногласие внутри коалиции между социалистами и акумовцами в этой части. И насколько я информирован, пока непреодолимые на этом этапе. И у нас есть высокая степень уверенности, что эта группа будет все-таки сформирована и возобновит свою деятельность. Поскольку буквально сегодня у нас была встреча с председателем парламента Зинаидой Николаевной Гречанной, которая обещала вплотную заняться этими вопросами и вынести на обсуждение парламента с изданием соответствующего акта, то ли это будет постановление, то ли ее индивидуальное как распоряжение, коим будет сформирована группа. Но для нас важно не просто, чтобы эта группа была сформирована. То, что она должна быть сформирована, мы это понимаем, другого пути нету. Кто бы что бы ни говорил, это однозначно. Для нас важно, чтобы эта группа была функциональна, чтобы она работала эффективно. И сегодня об этом как раз таки и говорили, чтобы членами этой группы были люди, заинтересованные в разрешении этой проблематики. Ну хорошо, да, это важный момент, я думаю, мы его обсудим, но возвращаясь к формированию группы. То есть фактически через это мы уже проходили. В 2016 году были выборы в Народное собрание, группа была сформирована до этого, выборы в Народное собрание прошли, новый спикер предложил членов в группу от Народного собрания. Этот процесс, насколько я помню, в Народном собрании долго ждать себя не заставил. Вы просто определились там, кто будет представлять, и постановлением Народного собрания и распоряжением спикера я уже... Постановлением Народного собрания делегировали членов в эту группу. В группе до того, как парламент был предыдущий созыв распущен, были также представители либеральной партии, да, которые придерживаются унионистских взглядов, как бы к особому правовому статусу относятся, мягко говоря, скептически, но они не видели проблемы в том, чтобы принимать участие в работе этой рабочей группы. Да. В чем же проблема возникла сейчас? Вроде как бы у АКУМ не такие унионисты, как либералы, да, и вроде как бы выступает за... Проблема в АКУМ или все же плохо организован процесс на уровне руководства парламента? В чем проблема? Не готов однозначно дать ответ, знаю, что политическая составляющая присутствует, и, наверное, частично мы можем найти ответ на этот вопрос в том соглашении, которое было заключено между представителями АКУМа и социалистами. Если первый раз, вы помните, было задекларировано принятие так называемых пакета гагаузских законов. Это было обещание социалистов, да? Оно было и озвучено, то второй раз, когда уже заключали это соглашение, то эти вопросы не стали предметом, зафиксированным на бумаге. То есть во втором соглашении, да, конечно, этого нет, сказано, ничего этого нету. Мы говорили по этому поводу. Мы задавали вопросы и социалистам, и президент об этом говорил, и председатель парламента говорил. И понятно было, что часть представителей АКУМа не хотят рассматривать этот вопрос. И чтобы тем более он был зафиксирован. Но мы прекрасно осознаем и другое, и там тоже осознают, в том числе и акумовцы, что есть обязательства, в том числе и перед международным сообществом. Принятие гагаузских законов — это не обязательство перед Гагаузией как таково. Это не только продукт, созданный нами, гагаузской стороной, либо созданный вот этой межпарламентской группой. Это продукт, согласованный в том числе и международным сообществом, Евросоюзом, Советом Европы и другими международными структурами. И не зря наши партнеры турки предложили и в большинстве своем нашли понимание, ну, к сожалению, не для того, чтобы это легализовалось принятием... Парламентской ассамблеи вы имеете? Да, парламентская ассамблея. Почему Турция? Как это вообще возникло там? Вы знаете предысторию всего этого? Насколько я знаю, турки первые обратили на это внимание, и они проявили инициативу. И в этой связи, кстати, Народное собрание... Буквально вчера, прошу прощения, значит, декларацию подписала в адрес Турции с благодарственное письмо с одновременным осуждением тех депутатов парламента, которые проголосовали против включения этого пункта в резолюции, чтобы Молдова взяла на себя обязательства, потому что в числе тех, кто не голосовал, были депутаты, непосредственно участвовавшие, координирующие деятельность, работу нашей Я понимаю, группы, вы понимаете. Но с этой стороны
как бы демократы, вы имеете в виду Канду, Да, Канду, который был первую членом очередь, да, делегации, да. да. Но Канду к этим законам, мы отношение демократической партии к этим законам знаем. Демократическая партия, когда группа эти законы предложила, когда они вышли из группы, как, скажем так, готовый продукт, и были направлены в парламент, демократическая партия же фактически умыла руки. То есть никто из депутатов от парламента, в том числе и Сергей Сырбу, который был членом этой группы, до выборов в парламент, они же не взяли на себя ответственность зарегистрировать их в качестве законодательной инициативы. Они сказали Народному собранию: ребята, давайте вы регистрируйте, а мы в парламенте проделаем работу. Не совсем так. А как? Господин Кандо на одном из заключительных наших заседаний публично перед Слово телевидением, публично, в смысле, перед вами или перед телевидением? Нет, перед телевидением, перед журналистами, перед международным сообществом заявил, что вот этот пакет документов будет принят. И в согласованной редакции рабочая группа приняла вот тот пакет в его присутствии, с его участием. Это было не заявление. Потом начались всякие действия в парламенте. Это было заявление не депутата Канду, это было заявление председателя парламента, правящей партии, притом представляющей. Хорошо, Канду ушел. В новом парламенте кто-то из партии социалистов, которая, напомню, набрала 80% голосов на последних парламентских выборах, и, скажем так, партнер партии социалистов Ирина Влах набрала 92%. Да. Кто-то из партии социалистов на повестку дня этот вопрос ставил или нет? Никто публично на повестку дня этот вопрос не ставил. То, что я им сказал, более того, эти вопросы даже не стали предметом обсуждения и включения в соглашение обязательств между партнерами коалиции. Ну хорошо, тогда Майя Санду сказала, что как бы она не считает, что в одном из интервью, которое она дала мне недавно, она сказала, что возможности внутри страны не были исчерпаны. Согласны ли вы с тем, что до того, как этот вопрос должен был попасть на повестку дня парламентской ассамблеи, нужно было попробовать, как минимум партия социалистов должна была попробовать еще раз вынести их на повестку дня или включить их в повестку дня парламента? Ну, я не знаю всю политическую кухню внутри парламента и внутри коалиции, но насколько информирован, что следует, в том числе из той информации, что дают нам политики, и пресса распространяет, не включает этот вопрос только для того, чтобы некоторые члены коалиции, не хочу озвучивать сейчас фамилию, чтобы не ошибиться, чтобы не покинули эту коалицию, потому что среди тех депутатов, входящих в коалицию, есть лица категорически выступающие против принятия этого пакета закона. Вот это. Георгий Георгиевич, не получается, я понимаю, о чем идет речь, но видя, как партнеры коалиции скидывают друг на друга, все правильно. Чтобы не получилось так, что в конечном итоге Гагаузия остается у разбитого корыта. Вот это больше всего нас пугает, что когда ссылаются на партнеров. Демократы тогда ссылались на группу Лянка. Что группа Лянка категорически против, они не хотят с ними развода, поэтому вынуждены соглашаться пока, чтобы гагаузские вопросы, они второстепенный характер носят по сравнению с теми глобальными масштабами вселенского, как говорится, масштаба, что решает вот эта коалиция. Здесь примерно та же ситуация складывается, вы абсолютно правы. И в этой связи мы неоднократно заявляли, да, конечно, мы понимаем, может быть, сейчас не самый удачный момент, вот как раз таки местные выборы, что мы знаем, какая борьба идет на местах, особенно в Кишиневе, в том числе и между партнерами по коалиции, да, что и любое, как говорится, движение в этой части может послужить основанием, если не для развала коалиции, то для какого-то переформатирования, что неудобно ни тем, ни этим, может быть, целыми для страны. Сейчас не буду, как говорится, за всю страну отвечать, но тем не менее как бы объяснимо. Хорошо, ребята. Господин Дадон заявил, что до 23 декабря к 25-летию принятия закона об особо правовом статусе Гагаузии этот пакет законов будет принят. Знаете, всему есть, как говорится, чаша терпения. Я понимаю, выборы, это не тысячное китайское предупреждение, но очевидно это вот та красная черта. Почему говорю та красная черта, что если к этому времени эти нормативные акты не будут приняты, если не произойдет нечто такое, какой-то природно-политический техногенный катаклизм, как говорится, не позволяющий, то тогда Гагаузия
не просто вынуждена, обязана будет принять какие-то политические меры для того, чтобы Центр более внимательно относился к этим проблематикам. Ну, при позиции исполнительного комитета я боюсь, что Народное собрание опять останется один на один. Ну, я надеюсь, что, знаете, я все-таки надеюсь и на международное сообщество, мы не используем весь потенциал международного сообщества. Хорошо, об этих законах, понимаете, это уже стало притчей во языце, да? Да. Эти три закона. Игра. Мне кажется, что если бы не было этих 3 законов, то партии социалистов и господину Додону нечего было бы вообще предложить Гагаузии. Как бы, поэтому, может быть, и затягивается, да, чтобы эта тема была, знаете, как постоянная шарманка, которую можно в любой момент включить. Насколько эти законы важны? То есть, и создается такое ощущение, что если эти законы примутся, то все вопросы гагаузского статуса разрешатся. Конечно, они важны. Особенно дополнение в закон об особо-правовом статусе Гагаузии, 27-ю статью, гарантирующую нам сохранение статуса КВО в части полномочий и работы над ними в части разграничений. Статус-кво значит, закон не может быть изменен без согласия Гагаузии. Собрания, да. И если вдруг возникнет необходимость внесения изменений и дополнений в этот закон, наверняка это возникнет, потому что нам придется разграничивать полномочия, нам придется определять круг компетенций, которые относятся к местным региональным властям, либо к республиканским властям. И соответствующее внедрение, очевидно, возникнет необходимость, чтобы было и в этот закон. Так вот, если мы достигнем ожидаемого результата, это, кстати, очень важно, и все понимают, это практика во всех странах мира. Мы пойдем дальше. Если мы не примем вот эти законы, в том числе и 3, то, что я назвал, то, что мы называли, чтобы не повторяться, то мы не сможем идти дальше. Они своего рода, знаете, индикатор, показатель ответственности со стороны центральных властей к разрешению. То есть из этих 3 законов самый важный, с вашей точки зрения, этот закон по внесению изменений в 27-ю статью? Да, прежде всего. И в органах местного публичного управления, конечно, 3-й уровень, определяющий власти наши, административно-территориальном устройстве, децентрализации, они все по-своему важны. Но закон об особо-правовом статусе Гагаузии, вот это дополнение, оно позволяет нам чувствовать себя уверенным, что мы не будем обмануты на ближайшем же повороте. То есть это индикатор доверия, да? Конечно, это очень важный индикатор. Хорошо, об этих законах и вообще об особо-правовом статусе почему-то говорит только Народное собрание. Исполнительные комитеты Башкан Гагаузии об этом как-то особо не очень говорят. Почему? Это традиция такая сложившаяся или там нет достаточной экспертизы или заинтересованных? Как вы это объясняете? Или может я что-то Наверное, и то, и другое, и третье, все вместе взято. Меня это тоже удивляет, когда определяет, да, Народное собрание это политический центр. Ну, это понятно. Но с учетом непрофессиональной... Но Гагаузию там представляет Башкан, да. а не Народное собрание. С учетом того, что Народное собрание осуществляет свою деятельность на профессиональной основе, знаете, от случая к случаю, вот так и только часть из них на профессиональной основе. У вас нет секретариата, аппарата? Да. Говорить о какой-то функциональности и эффективности деятельности в этом направлении, наверное, не приходится, имеется в виду исполкома. Конечно, надеемся, что исполнительная власть, и у нас, кстати, состоялась встреча достаточно откровенная с Башканом Гагаузии по этим вопросам. Когда? Недавно? Сразу после заседания мы последние 1,5-2 часа. Это вчера, да? Вчера, да. Использовали без прессы этим вопросом. Разбор полетов, да? Да, говорили, относительно, как говорится, достаточно откровенный разговор был и обозначили те моменты, связанные с ролью исполнительной власти в разрешении этих проблем. Что исполком должен быть более активный. И Башкан понимает, и она сама об этом говорила, что исполнительная власть проявит необходимую активность, и мы должны сконцентрироваться на решении основных вопросов. Я думаю, что в этом не было ни у кого, как говорится, иного мнения, кроме как согласованные и согласующиеся с тем, кстати, по поводу голосования в ПАСЕ. Есть мнение, его высказывал Вячеслав Крачун, о том, что ситуация в ПАСЕ, потому что есть, кстати, помимо того, что не проголосовали за этот вопрос некоторые члены молдавской делегации, там воздержались даже некоторые члены российской делегации. Если смотреть на результаты голосования. Некоторые члены российской делегации воздержались от голосования по этому вопросу. И есть заключение Вячеслава Крачуна, он приходит к выводу, и я с этим абсолютно согласен, что гагаузская дипломатия в этом вопросе плохо сработала.
То есть, как бы можно было бы подсуетиться. Я не знаю, свалился ли этот вопрос, эта новость им как снег на голову, или они были в курсе этого, но можно было бы подсуетиться для того, чтобы в конечном итоге декларация была принята. Она же не была принята не потому, что только молдавская делегация не проголосовала. Она не была принята, потому что не было набрано достаточного количества голосов в парламентской ассамблее для того, чтобы вопрос прошел. То есть, как бы тут есть над чем, скажем так, задуматься. Важно и другое. То, что этот вопрос в очередной раз стал предметом обсуждения в ПАСЕ. Это важно. Это важно. Да. Это сигнал и для наших парламентариев, политиков, находящихся сегодня у власти в Кишиневе. Но это опять же разгребать жар чужими руками. Это как здесь ссылаться на партнеров, то там этот вопрос вынесла-то не молдавская делегация и никто, это вынесла турецкая сторона. То есть чужими руками пытаются каким-то образом решать вопрос. Наши партнеры, мы благодарны им, конечно. Это представителей Гагаузии там не было. Мы не могли это инициировать. Это понятно. И этот вопрос возник непосредственно во время работы ПАСЕ. Но это не была заготовка, которая, как говорится, была здесь с нами сформулирована, передана, обсуждена. Нет, это как спонтанно появилось, и для Гагаузии это важно. Конечно, я понимаю и позицию в определенной степени, как бы в оправдании, скажу, молдавской стороны, что, наверное, мы далеко не все исчерпали. Здесь внутри, конечно. Тут надо понимать, что в конечном итоге эти вопросы являются результатом взаимоотношений Народного собрания парламента, политиков Гагаузии, политиков центра. Вот это. Конечно, мы это должны были здесь более активно вести себя. И Майя Санду, у нас тоже встреча с ней была, она тоже обнадежила нас, что вот эта работа ведется. Мы знаем ее скептическое отношение к некоторым вещам, мы знаем ее осторожную формулировку, и в связи с чем мы это знаем, потому что они свой электорат подвели к тому, что решение любого гагаузского вопроса это, если не развал страны, то во всяком случае укрепление сепаратизма. Глупости. Ну, заложники, как говорится, сами своих же ненужных посылов. Георгий Георгиевич, довольны ли вы результатами деятельности рабочей группы? Частично. Мы ожидали гораздо большего. И, уверяю вас, рабочая группа приняла достаточно много полезных, правильных решений, даже, как это странно не звучит, в согласовании с представителями либеральной партии. Вот их они тоже в некоторых вопросах они участвовали, они соглашались с нами. Мы находили... То есть фактически это показывает, что унионисты это не проблема, да? Нет, вы знаете, на уровне рабочей группы, когда вникают в суть вопросов о том, что Гагаузия просит то, что заложено в Конституции, что Гагаузия просит то, что культивируется политиками, находящимися у власти или не у власти, неважно. Мы же ссылаемся на европейское законодательство, мы же ссылаемся на европейские практики. Мы ничего нового не изобретаем и не желаем и не хотим себе больше, чем прописано в законе. Мы хотим конкретизации, и это удобно для страны. Когда начинают вникать в суть, соглашаются. То есть это говорит то, что нужно деятельность рабочей группы нужно как можно быстрее возобновить. Интенсифицировать, возобновить, депутаты от того же Акума, которые, возможно, против этого всего, вникали в работу и соглашались, как это делали депутаты либеральной партии. Конечно. Не во всем соглашались, признаюсь, но во многих вопросах, во всяком случае, нередки были случаи, когда они с нами соглашались полностью в решении тех вопросов, связанных с функционированием деятельности Гагаузии в целом, гагаузских властей и Гагаузии в целом. Хорошо, не могу не задать этот вопрос. Может, он прозвучит провокационно. Но получается сейчас в вопросах рабочей группы мяч на стороне парламента, то есть на стороне руководства парламента, которое должно каким-то образом этот процесс ускорить. Это я правильно понимаю? Да. И нам было сказано, что этот вопрос будет ускорен, и это не просто сейчас, да на протяжении всего того времени, сколько функционирует эта рабочая группа, мяч всегда находился на стороне парламента. Сейчас особенно. И руководство парламента. И руководство особенно. Но мы должны одно понимать. Формирование рабочей группы должно осуществляться, опираясь на определенные принципы. Прежде всего, представительство. Если в рабочей группе не будут представлены все фракции или группы, представленные, извиняюсь за тавтологию, в парламенте, смысла говорить об этой рабочей группе, о его функциональности, наверное, вы сами понимаете, нет особого.
Сегодня, кстати, об этом было сказано. Более того, было предложено, чтобы в состав рабочей группы вошли не только представители всех фракций, представленных в парламенте, но и прежде всего те, которые реально заинтересованы в разрешении гагаузских проблем. Пусть даже у них будет свое видение. У нас нередки случаи были, когда приходили с одним видением, а в последующем убеждали, что мы правы, и особенно когда мы объездили автономии в некоторых странах, чтобы не перечислять их, когда видели, что совершенно другая ситуация. Ну, то есть я понимаю, что деятельность рабочей группы нужно возобновить как можно быстрее, и туда должны быть представлены абсолютно все фракции, от которых зависит принятие решений в парламенте. Надеемся, что Зинаида, госпожа Гречаная, ускорит процесс. И она обнадежила нас достаточно очень серьезно, и более того, председатель Народного собрания от имени депутатского корпуса пригласил Зинаиду Петровну к нам в Гагаузию, и мы надеемся, что в ближайшее время, после местных выборов, она посетит, и мы продолжим этот разговор, но уже с определенной конкретикой. Исходя из содержания сегодняшнего разговора, я полагаю, что будут уже конкретные действия. Георгий Георгиевич, что нужно сделать для того, чтобы рабочая группа стала более эффективной? Потому что мы помним, какова на самом деле возникла проблема с этими законами. Вы договорились об этих законах внутри рабочей группы, все согласились, я так понимаю, представители Кишинева, которые представляли разные политические фракции в парламенте, в том числе либерали, согласились с тем, что вот группа разработала этот документ, и мы, во всяком случае, такое понимание было в Гагаузии. Да. Потом эти документы зарегистрировали в качестве законодательной инициативы в парламенте, и там начались так называемые законодательные процедуры. И Кишинев сказал, мы не можем обойти законодательные процедуры, а это на самом деле подорвало доверие Камрата, потому что Камрат надеялся на то, что, ребят, раз мы договорились, значит, дал слово, держи. Все правильно. Как вы видите, и это, кстати, очень важный момент, и в других автономиях тоже. Если две стороны договорились, то третья сторона не может вмешиваться и каким-то образом менять там запятые, точки, буквы и так далее. Каким образом нужно организовать работу так, чтобы законы или законодательные инициативы, выходящие из рабочей группы, принимались в том виде, в котором они вышли? Давайте так определимся, что решения рабочей группы могут находить свое претворение через принятие нормативных актов парламентом, законов и через решения, принимаемых правительством. Если речь идет это юридические детали, я понимаю, сейчас что объясню. Вы юрист. Мы не сможем снивелировать императивность мандатов депутатов. Ни председатель парламента, ни фракция, никто не сможет. Это противоречит Конституции, мы уже проходили. Хорошо, есть как другой избежать этого? Согласен. Да. Другой вариант, в чем заключается, как усилить эффективность? Это представить более широкие полномочия рабочей группы, чтобы все решения рабочей группы явились по меньшей мере, это шаг номер один, предметом обязательного обсуждения с принятием соответствующего решения, неважно, согласованное с решением парламента либо правительства. Что у нас получалось? Мы принимали решения иногда в полном составе. Повторяюсь, даже наши коллеги, депутаты парламента, либералы, они соглашались с нами, направляли свои решения в парламент или же в правительство. Мы не получали ответа. А зачем рабочая группа работает-то? Если вот эти требования не будут зафиксированы в постановлении парламента при формировании рабочей группы, а мы считаем, что рабочая группа со стороны парламента и в целом должна быть создана именно решением парламента постановлением, и в этом постановлении должны быть обозначены первые принципы, на которых будет строиться деятельность рабочей группы. Основываемся на Конституции, то, что я сказал, рекомендации ОБСЕ, Венецианской комиссии, и указывается, что решение рабочей группы, принимаемое большинством, там, допустим, является предметом обязательного обсуждения тем, кому адресовывается. Чтобы сейчас не, скажем так, наши зрители не уставали от этих юридических деталей, которые вполне возможно многим непонятны. Идея в чем? Идея в том, что вот группа договорилась, две стороны. А группа это что? По сути, две стороны. Кишинев, Камрад. Да. Вот мы обсуждаем некий вопрос, связанный со статусом Гагаузии. Мы договорились, что это должно выглядеть вот так вот. Мы выложили это, вернее, вы, депутаты, изложили это на бумаге, оно должно выглядеть так. Дальше, что нужно Камрату, чтобы это имело силу
закона, да? В некоторых случаях это принимается, и есть, кстати, вариант в Республике Молдова, это принимается ордонансами правительства. Правительство, имея, согласно 106 статьи, имеет право принимать в ордонансы, некоторых случаях, да. которые имеют силу законов. Закона, да. Правда, в нашем случае имеют силу только ординарных законов, но если бы, скажем, парламент изменил статью 106 Конституции и дал бы возможность правительству принимать ордонансы, которые имеют силу и органических законов, и даже конституционных законов по определенным вопросам, то это могло бы решить вопрос. И в этом случае правительство брало бы на себя какую-то политическую ответственность. Сейчас правительство никакой политической ответственности за процесс, который происходит в взаимоотношении Кишинева и Камрата, не берет. Как вы считаете, могло бы ли это быть решением ситуации? Очевидно, один из способов разрешения вот этой ситуации, то, что вы сейчас сказали по поводу внесения изменений Конституции, но, к сожалению, надо признать, на сегодняшнем этапе это нереально, так же, как и чего мы добиваемся, чтобы признать закон об особо-правовом статусе Гагаузии конституционным. Это тоже требует Кстати, изменений. вы выступаете за что? Чтобы закон об особом правовом статусе имел статус конституционного или специального органического? Конституционного. Исключительно да, конституционного. Да? Разрешает многие проблемы для юристов. Для Гагаузии, да? Для Гагаузии, да и для страны в целом то же самое. Вот это. Так вот, вы один из способов. Но для того, чтобы этот способ даже был реализован, рабочая группа должна быть функционально. Я начал перечислять функциональность представительства со всех фракций, должно быть ответственность. Да. Но она как минимум должна работать. Должна быть вторая часть. Так вот, что я хотел сказать. Она должна работать. А у нас были случаи, когда заседания рабочей группы срывались вследствие неявки ее членов, отсутствия кворума, прежде всего со стороны парламента. Были случаи, когда и наши депутаты... Хотя они получают зарплату за то, что получают зарплату. Наши депутаты никто не получает. Мы, кстати, за свой счет все это делаем и работаем. Но это уже другая сторона. Я просто хочу сказать. Кстати, сегодня об этом тоже было сказано Зинаида Петровна. Знаете, мы бы хотели, чтобы эта группа была функциональна, чтобы там не было клуб веселых, находчивых и любителей гагаузской тематики. Чтобы там люди ответственно относились. Клуб, да? Да, вовлеченный клуб. Подождите, ребята. Если вы вовлечены в эту деятельность, давайте мы будем нести ответственность персональную, политическую. Мы уже определимся, но чтобы мы могли знать, что эта группа будет действительно работать. Юрий Георгиевич, я думаю, что на этом этапе мы обсудили очень детальную группу. Я очень надеюсь, что она будет сформирована. Завершить хотел бы одним таким очень простым вопросом. Я вчера просматривал заседание Народного собрания. В один момент возник вопрос у одного из депутатов, почему у одного из депутатов возник вопрос к председателю Народного собрания. Почему председатель Народного собрания по какому-то вопросу, который стоит на повестке дня, дает возможность высказываться всем депутатам. На что председатель дал ответ. В парламенте высказываются фракции. У нас в Народном собрании фракций нету, поэтому нужно давать высказываться всем депутатам. Почему в Народном собрании до сих пор не сформированы фракции? С моей точки зрения, это очень влияет на функциональность и организацию деятельности Народного собрания. Предыдущий опыт, как говорится, подсказал депутатам этого не делать. Вы помните, когда 2 или 3 демократа были избраны и была образована фракция демократов в составе 22 человек? Фракция любителей демократов, да? Да, фракция демократов. Вы знаете, как она была сформирована. Значит, и фракция независимых и коммунистов. 7 человек нас было, потом 6 человек, и вот эта фракция была, еще 3 фракции было, но особенно демократов. Сейчас, когда этот созыв был, этот состав Народного собрания был сформирован, тоже один демократ был избран, но оказались в одной команде определенное количество людей, превышающее 18 человек, и все члены этой команды определились, чтобы не оформлять свои взаимоотношения в этой группе как фракции. Почему? Потому что общественность относилась крайне отрицательно. Наверное, это очевидно, как говорится, для всех. Для нашей, на функциональность. Да, все правильно. Для нашей группы, к сожалению, у нас нет необходимого количества. У нас 5 человек фракции. У нас чуть меньше, чуть-чуть не хватает для нашей группы, да, чтобы мы могли сформировать свою фракцию. Мы бы сформировали фракцию независимых. Мы об этом неоднократно говорили, что наша группа независимая, мы очень дорожим этим. Это кто? Вы? Значит, Лейчу, Иванчук, Златов. Основной состав, вот то, что мы входим в нашу группу.
Ну, я надеюсь, Так вот, последнее, извините, буквально 30 секунд хочу отнять. Наверное, председатель чуть-чуть поспешил. Не всегда представители фракции выступают в парламенте. Тоже каждый депутат имеет право высказывать свое я согласен, мнение. но если бы были фракции, то эти позиции фракция могла бы каким-то образом обсудить у себя внутри, и один человек доносил бы эту позицию до общественности. Если какой-то депутат не согласен с позицией фракции, у него есть свое особое мнение, он, безусловно, имеет право это высказывать. Но по некоторым вопросам ты не понимаешь. Допустим, как вчера с вопросом по жертв памяти голода. Каждый депутат, который против формулировки, предложенной Екатериной Жековой и Еленой Кармит, посчитал необходимым высказаться и причем осудить, что предложили 46-47 год. Не проще ли было просто выразить позицию фракции в этом случае? Фракция не спасла бы ситуацию и не спасет никогда нас от этих ситуаций только по той простой причине, что каждый депутат избирается от определенного количества жителей округа, и он ответственен прежде всего перед своими избирателями, а не перед фракцией. Потом объединяет общего характера. Согласен, он хочет показать, конечно, что он работает. Что он солидарен со своими избирателями. Я согласен. Поэтому тут крайне тяжело создать ситуацию, при которой представитель фракции выскажет свое отношение. Каждый хочет продемонстрировать. Хорошо, депутаты могут демонстрировать это на каких-то комиссиях, но я понимаю, что депутаты не получают зарплаты, им накладно приезжать каждый раз на комиссии. Как вы относитесь, я, наверное, последний вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы сделать Народное собрание профессиональным, без его реформирования? 35 депутатов сколько есть, но чтобы все получали заработную плату и сидели в Народном собрании и работали? Положительно, я неоднократно об этом говорил и могу привести тысячи аргументов, подтверждающий правоту моего мнения, что это для Гагаузии огромный плюс. Это разрешение множества проблем. Причем особых финансов не нужно будет изыскивать. Эти финансы будут изъяты, как говорится, из других статей, связанных с обслуживанием населения. Но тем более Гагаузия же гордится тем, что у нее повышается бюджет. Да. Ну, дело не только вот это. Сократится количество чиновников в исполнительном комитете. То есть тут не финансовое дело. Не хотят некоторые депутаты. Почему? Потому что вынуждены будут определиться. Либо они будут заниматься хозяйствующей деятельностью, либо депутатской деятельностью. Либо бизнесом. Ну, так нельзя, ребята. И в парламенте во всем мире принято, чтобы занимались профессиональной деятельностью. То есть политика должна быть профессиональной? Конечно. Ну, для начала мы могли бы полупрофессионально, если хотите. Вот как в Оландах, там 50%, как говорится, времени связано с профессиональной деятельностью, 50% там и другая какая-то работа. Но основная это профессиональная деятельность. У нас же как получается, значительная часть депутатов вовлекается в деятельность Народного собрания только в день заседания. Вы это понимаете прекрасно? И потом говорят, даже те, которые сидят в президиуме, говорят, мы не получаем зарплаты. Ну, как бы это же... Да. Нет, и говорят, мы не читали эти документы. Вы, наверное, это тоже слышите. Конечно. Что я не успел прочитать. Подождите, ребята, вы пришли на заседание. Что значит я не успел? Если вам дали накануне или в этот день, понятно. Но если дали за несколько дней, или вы участвовали в комиссии, в работе комиссии по этим вопросам, ну, я думаю, что об этом не следует вообще говорить. Значит, вы не хотели знать. Но в целом у депутатов действительно времени нету на это. Поэтому у нас и коэффициент полезности не тот, который ожидает Народное общество. собрание собирается, я так смотрю по статистике, не реже, чем один раз в месяц. Иногда и чаще, чем один раз в месяц. И на заседании, как правило, выносится большое количество вопросов, от 10, там, бывает 25. И все вопросы нужно прорабатывать, все нужно анализировать и так далее. Знаете, даже не в количестве заседаний, может один раз в месяц или 2 раза в месяц, чтобы комиссии работали, чтобы до этого вся работа была проведена, чтобы каждый депутат комиссии фактически не работают, я так понимаю, да? Ну, работает, но видите, как получается, в недостаточной степени. Не все депутаты вовлекаются в должной мере в работу комиссии, в которую они включены. И не все комиссии занимаются всеми теми вопросами, которые должны были заниматься. Этот вопрос, очевидно, профессионализация Народного собрания нельзя решить без участия исполнительного комитета. Исполнительный комитет к этому как относится? Знаете,
Меньше всего хотелось бы спросить мнение исполнительного комитета по этому вопросу, поскольку исполнительный комитет это производное Народного собрания. И Народное собрание определяет не только свою структуру, но и исполнительного комитета с тем, чтобы функциональность деятельности всех органов власти Ну, то есть в Грузии фактически была Народное высокая. собрание само может принять закон? Конечно. А почему не принимается? Мнение исполкома тут не имеет никакого значения. Это, потому что кто-то из депутатов тогда заявил, должно быть заключение исполкома в части финансирования. Вы о чем говорите? Может, мы еще спросим мнение исполкома по поводу финансирования, значит, президиума или финансирования чего-то иного. Мы можем ставить вопрос о финансировании исполнительного комитета. Это другой вопрос. А что касается Народного собрания, это исключено. Ну, вот такого рода тоже, как говорится, вопросы возникают. Георгий Георгиевич, я благодарю вас за это интервью. Благодарю вас за то, что вы дали ответы на те вопросы, которые у нас есть. И мы желаем удачи рабочей группе и Народному собранию, и вам в качестве депутата Народного собрания. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Благодарим вам за то, что вы были с нами. Оставайтесь на сайте Нокта, посещайте, вы будете в курсе того, что происходит в Гагаузии, Республике Молдова.